Новые двери поставили, вывеска стала. Юрий Мурзин способен заметить даже самые небольшие изменения, касающиеся шахты Шергина. У сотрудника единственного в мире института межзлатоведения многие годы она вызывает неподдельный интерес. 190 лет назад благодаря этому объекту удалось доказать наличие здесь вечной мерзлоты. Ломоносов, знаменитый ученый, он как раз в своих этих работах писал, что здесь есть такой феномен, как мерзлота. Но на Западе Ломоносову не верили ни в какую. И только когда, значит, вот приехал Шергин, и он стал копать этот колодец, ученые всего мира убедились в том, что вот на северо-востоке России, в данном случае в Якутске, есть такой феномен. Изначально проект задумывался как обычный колодец. Впоследствии, когда стало ясно, что воды здесь нет, шахту углубили до 116 метров. В ней впервые на больших глубинах были проведены измерения температур мерзлых грунтов и выполнены геологические исследования. Сейчас шахта Шергина представляет собой уникальный памятник в самом центре города. В начале 2000-х здание было полностью отреставрировано. Причем основной упор делался на то, чтобы сохранить первозданный облик. Теперь творение рук купца Федора Шергина признано объектом культурного наследия России. Якутские ученые надеются, что новый федеральный статус позволит в будущем расширить полномочия памятника и его территорию. Очень просится весь этот район объявить каким-то таким памятником культурного наследия. Эти здания просятся в создание музея, мерзлотного музея, музея криолитозоны, музей истории науки, освоения и работы по вечным мерзлотам. У колодца Шергина сегодня есть все перспективы пополнить список интереснейших туристических объектов Якутии. Эксперты уверены, одна из самых глубоких шахт, вырытых в зоне вечной мерзлоты, будет интересна жителям не только региона, но и всей страны. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Вести, Якутск.